Итак, добрый день, дорогие любители футбола. Говорит и показывает город Якутск. У нас тут начинается очередной тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Встречается команда из города Якутска. Республиканская спортивная специализированная школа по футболу. И к нам приехали в гости и футболисты из Комсомольска-на-Амуре с Шор номер 2. Спортивная школа, скорее всего. Так вот, перед нами главные судьи сегодняшние. Афанасьев Эдуард в центре, главный судья. Капитонов Семен и Савин Айсен помогает ему. Якутяне в синей форме, как всегда. И гости у нас в красной форме. Так, давайте объявим составы команд, пока у нас матч не начался. Номер 16 Козырев Илья на воротах. Далее 11 номер Александров Александр. Номер 30 Андреев Александр. Номер 14 Гузаиров Оскар. Номер 21 Егоров Владислав. Номер 19 Яндонов Мерген. Номер 3 Кабанов Михаил. Номер 17 Киселев Алексей. Номер 18 Мирошниченко Даниил. Номер 20 Поздеев Владимир. И номер 7 Разин Константин. Это у нас вот хозяева. Теперь состав гостей. Номер 99 Слепков Алексей. Номер 10 Азаров Вадим. Номер 6 Александров Дмитрий. Номер 2 Останин Сергей. Номер 3 Кочергин Богдан. Номер 14 Куликович Богдан. Номер 16 Мальков Владимир. Номер 4 Милованов Игорь. Номер 17 Нуцков Артем. Номер 9 Хороший Алексей. И номер 7 Чипизубов Илья. Так, в перерыве обязательно скажем еще замены. По 7 замен у команд. Главный тренер хозяев Федоров Прокопий Владимирович. И главный тренер гостей Салов Петр Владимирович. Так, мы готовы. Обязательно вот фотографии перед матчем с вымпелом, которые друг другу передали команды. Сегодня, да, объявим спасибо из города Якутска за то, что вот наш матч показывает Триколор ТВ. Не всегда это удается. И вот сегодня как раз тот день. Давайте скажу про турнирную таблицу, как идут команды. 10 команд играют у нас в Ю-16. Это вот ребята до 16 лет. Из них вот якутяне занимают 6-е место из 10, а вот комсомольцы 8-е место. Да, можно сказать, соседи по турнирной таблице 6-е и 8-е место встречаются. У якутян в 7 матчах 3 победы, 1 ничья, 3 поражения. Разница голов 9 забито, 5 пропущено. У комсомольцев 8 матчей, 2 победы, 2 ничьи и 4 поражения. 8 забито и 19 пропущено. В итоге вот, да, 8 очков у гостей и у хозяев 10 очков. Несомненно, лидером у нас является СКА Хабаровск. У них 8 матчей, 8 побед и 24 очка, забито 29 и пропущено 3. Так матч начался. Якутяне сразу закидывают вперед, пока не получается, и аут. Якутяне тут дважды радовали домашние трибуны 2 домашними победами. Победили якутяне Вулкан команду со счетом 3-0 и команду Сахалин со счетом 2-0. Также вот 3-я победа. Ударились головой. И судья, по-моему, достает желтую карточку. Да, желтая карточка показана. За голову игрок Комсомольска. И будет штрафной удар, видимо. Врач, да, врач нужен. Вот посмотрим, давайте повтор. Ой-ой-ой, опасная игра ногой, да. Голову попала. Голову попал ногой. Да, не видел, что он вот сзади бежит футболист. Хотел выбить мяч ногой. И тут уже, когда уже нога в полете была, вместо мяча там оказалась голова соперника.
Сознание не потерялся, вроде все нормально. Да, врачи осматривают. Да, надеемся, все в порядке. Внимание, представляем составы команд. Состав команды СШОР номер 2. Номер 99. Пока что у нас на трибунах люди только начинают собираться. Тут бывало и 100 человек, больше 100 человек бывало, да, очень хорошие, жаркие матчи были. Номер 2. Останин Сергей. Оказывает за пределом поля помощь. Вроде все в порядке. Надеемся, по крайней мере. Парень в сознании. Номер 16. Ничего, сейчас осмотрит. И вот Андреев, 30 номер, получил предупреждение. Андреев Александр. Ну-ка, штрафной удар. Пошел удар. Вратарь забирает мяч в руки. Да, отбивает. И уже якутяне начинают свою атаку. 18 номер, вот Марищенко Даниил с мячом. Зарабатывает аут. Да, аут будет. Даниил уже, по-моему, 1 или 2 раза признавался игроком тура. Символическую сборную точно попадал. Ну-ка, обыграл 7 номер, и мяч не ушел. Мяч в поле. Можно играть. Ушел за поле игрок. Пас, отлично, вот Даниил. И пас назад. В этом году, да, вот 10 команд участвует. Представляем состав команды спортивной школы. Третий или 4-й год якутяне вот принимают участие в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. Козырев Илья. Так что вот футбол потихоньку возвращается в Якутию. Раньше у нас вот ФК Якутия была, она играла во 2-й лиге. Также у нас развит в Якутии мини-футбол. Команда Заря, вот, правда, Заря вот теперь она базируется в городе Москва. Но все равно как бы считается, что из города Якутска. На домашние матчи вот. Номер 17. Что, ну, перелеты дорогие и так далее. Экономически целесообразнее начали из Москвы играть. Номер 20. Поздеев Владимир. Будет у нас подан угловой. Идет к мячу Егоров Владислав. Номер 32. Стрика Петр. Номер 23. Погода у нас отличная. Градусов под 30. Но вот облака. Хорошие облака, поэтому прохладненько. Вот как раз таки для футбола. Жарко, не холодно. Пошла подача. И головой бьет 11 номер, вратарь. Ух ты! Хороший прыск. Вышибке спасает. Александров Александр наносил удар. Ну-ка, еще одна подача углового. И нет, теперь уже от ворот будет. И штрафной удар будет вводить мяч в игру футболист Комсомольска. Вот повтор у нас удара головой, и вратарь, да, в хорошем прыжке спасает свои ворота. Да, отметим вот Слепкова Алексея, хороший вратарь. Вязкая борьба в центре поля. И теперь уже 20-й номер несется вперед. Поздеев Владимир. Все еще вот игроку Комсомольского оказывает помощь, пока он не вошел в игру. Так что вот комсомольцы в гости у нас пока что в меньшинстве играют. Без своего нападающего. Но если его совсем что-то серьезное было, конечно, замена Владу. Но вроде нет. Оказывает помощь. О, нет, есть офсайд все-таки. Будет у нас
Удар. Они вас закрывают, они и вы закрываете. В защите отыграл. 14 номер. Замена будет. Саиров Оскар. Замена все-таки будет у нас произведена. Не сможет продолжить игру. Вот номер 30. И заменяет его номер 12. Входит в игру Андреев Максим. У меня почему-то в заявке 30-го номера и не было. Немножко под другим номером, видимо, играл, чем в заявке указано. Вот номер 30, который получил травму. Обязательно оставайтесь вот на канале. В 17:00 по местному времени, через часа 3, будет у нас матч старшаков до 18 лет. Замена в команде Сышор номер 2. Вместо игрока под номером 10 Азаров Вадим. В игру входит номер 12 Андреев Максим. Так, у нас замена угловой. Ну-ка, еще раз ударить. Кто ударит номер 14 мяча? Никто не смог хороший удар нанести. И отбились. Бились гости. Теперь уже пошли в контратаку. Бежит номер 6. По левому флангу. Пойдет ли подача. Пошел сам обыгрывать. Можно назад пас отдать. Навешивать пытался, но попал в игрока. И уже... Ну-ка, 17 номер. Хороший удар. Не получилось нанести. Да, ребятам всего по 15 лет. Так что строго вот не судите, что вот хороший сильный удар не получается нанести. И точный пас и все такое. Это все-таки вот будущее футбола, а не вот настоящее. Но ребята достойно играют, забивают красивые голы. Обязательно вот подписывайтесь в паблик ВКонтакте ЮФЛ-ДВ. Также вот канал в Телеграме тоже ЮФЛ-ДВ. Юношеская футбольная лига Дальний Восток. Там вот есть все повторы голов. Матчевое интервью, таблица. Вот все на свете. Ну-ка, ну-ка, по правому флангу бежит игрок Якутии. И все-таки офсайд. Да, так отчаянно бежал. Но судья все-таки остановил. А нет, это все-таки не офсайд, а мяч ушел за пределы поля. И нет углового, будет аут все-таки. Навес и аут. Пошла подача. И нет удара все-таки не смогли нанести. Самое опасное это вот удар головой все-таки был пока что. Не стал, да, бежать Мещенко, потому что он был в офсайде. Теперь аут. Неправильно ввели мяч в игру. Нужно вот Мещенко зафиксировать мяч за головой, потом уже вводить. Поэтому перебрасывать из аута будут уже якутяне. Да, с этим довольно строго. Довольно строго следят обычно судьи. Ну-ка, еще один угловой.
Уже, кажется, четвертый угловой, да. 2 раза подали вот с правого фланга, получается. Англичане 1 раз с левого. И вот один из них закончился хорошим ударом головой. Еще одна подача. И 17 номер. Немножко держали его, кажется. Помешали нанести удар. Еще один угловой. Уже 5-й угловой. Держится за голову вратарь. Нужна помощь. А вот когда он там боролись за мяч. Если что, можно посмотреть повтор, да? Что же там было? За затылок подтягивается вратарь. Пошла подача с углового. И вратарь. Да, они вот головами стукнулись. И пошла подача. Ну-ка, головой удар. Но мимо ворот. Наносил снова Щиченко вроде бы. Удар. Но в этот раз мимо. Ну, зрители, кстати, да, подтягиваются. Больше 50 человек. Кстати, вот у младшего возраста всегда довольно обычно корректная игра. Желтых карточек мало бывает показано. А вот у старших такого не скажешь. Обычно до конца играет кость в кость. Не до травмы, конечно, но вот желтые карточки, красные даже бывает, получают ребята. Кто не хочет уступать. Ребята все-таки уже подростки, до 18 лет. И бежит в центре поля. Номер 17 получает мяч. Луцков Артем. Пошла подача в центр. Пропускает мяч 12-й. Но нет, там уже защитник. Еще один аут будет введен. Мяч Кучайном остался. Заиграв Оскар. По флангу закидывает. Да, счет 0-0. 14 минута. Вот, ребята вот до 16 лет играют по 40 минут, 2 тайма. А старшие уже до 18 лет, которые там уже играют. Хороший пас! Офсайда вроде бы нет, но слишком сильно. Нужно было чуть-чуть слабее. Да, с искусственным офсайдом заигрались вот гости. И, по-моему, как раз таки сейчас все было легитимно. В пределах правил. Мяч все еще в поле. Кабанов Михаил вносит мяч в аут. Движение хорошее, не стоим руки. Ножки подвижные, чтобы мяч получить. Снова аут. Угу. Ничего себе, владение мячом у нас почему-то вот показывается, что 81% владение мячом у гостей. Чисто вот по ощущениям пока что как будто бы это не так. Все-таки якутяне больше подавали угловых. Ну, статистики виднее. Вова, между ними, да, Вова. Чуть ближе к левому, 30-му, Вова, чуть ближе. Один в споре, Вова. Между ними, Вова. Да, вот не всегда вот тот, кто вот ведет по статистике, побеждает в матче. Очень часто такое бывает и вот в профессиональном футболе, что вот вроде бы тот, кто... Ух ты, хорошая атака. Отличный пас на Данила. И уже втроем, да, бегут. Ну, нужно было наносить все-таки удар. И угловой все-таки зарабатывает. Или пас отдавать. Так вот, закончим мысль, что не всегда вот команда, которая больше била по воротам, больше владела, побеждает матч. Да, бывает, команда наносит 20 ударов, а против другая команда 1. И 1-0 вот бывает победа
команды, которая нанесла всего один удар. Вот 20 ударов все в вратарь спас. Уже сводит судорогой ноги игроку Комсомольска. Только начало матча. Обычно такое происходит у нас в конце матча. Да, решил он покинуть пределы поля. И вот немножко размяться. Все-таки травма у него. Смотрим. Пошла подача Углового. И нет. За ворот мяч ушел. Да, врачебная помощь понадобится игроку, которого свело ногу. Обычно это бывает вот от переутомления или вот от недостаточной разминки. Ребята активно разминались перед матчем. Вот тут на день были. Так что может просто старая травма. Вспомним, допустим, случай с Полем Погба. Да, вот он до конца не восстановился. Хотел сыграть очень сильно, двигаться вот на поле. Вышел и усугубил все-таки свою старую травму. Ну-ка, 21 номер. Ой-ой. Нет, мяч теперь в центре. Ты хорошую зону нашел. Комсомольска в подкате не получается сыграть. И вот 6 номер бежит вперед. Убегает мяч под правую. Попытался вот отсюда ударить. Центр пытается вынести, но нет. Защита снова. И можно играть. Можно играть. Мирошниченко, да, не смог выцепить мяч. Ударом по воротам 2-2 становится. Да, хороший удар. Носили вот в сторону. Замена будет. Вот хозяев тоже. Гостей. Под центр не получается. Прочитано и перехвачено защитниками Комсомольска. Офсайда нет, но опять слишком сильная подача пошла. Да, задумка хорошая, но вот. И замена все-таки у нас происходит. 9 номер покидает поле, вот, которого много село. И 5 номер Хмелев Никита входит в игру. Алексей Хороший, да, все-таки не смог продолжить встречу. Замена в команде СШОР номер 2. Это вот защитник у нас, Вместо да. игрока под номером 9. Хороший Встал. Алексей. В игру входит игрок под номером Хмелев 5. Никита. Хмелев Никита. Да, в прошлом матче, который вот здесь был, было очень жарко просто. Около 35 градусов. Больше 30 точно. Солнце пекло, поэтому вот обе команды после матчевых интервью, да, отмечали, что боролись не между собой больше, а боролись все-таки с погодой. Вот, собственными силами. Не уходит мяч на угловой. Выбивает мяч в аут. Отличный мяч в центре. Отсюда можно ударить, но удар сильным не получился. И все-таки со второй попытки выбивает мяч. Ну-ка, хорошая подача. Центр. И выбили мяч. Пошла контратака. Бежит Данил. Толкает его немножко в спину. Ну, все, в пределах правил. Ну, тут уже офсайд, конечно же, был бы, если бы ребята побежали. И вратарь начинает мяч. Фол. И пойдет подача.
Пошла подача. И головой. Оу, высоко. Данил Мещенко наносит удар на выше ворот. Хорошо открылся под эту передачу. Мог забивать. Вот у нас повтор. Да, немножко не повезло. Перехват. Еще одна попытка. Куда летишь? Там у тебя есть. Еще один аут. И пошла передача головой. Отлично. Снова бежит вперед. Данил. Заходит он в штрафную. Можно наносить удар. Но слишком острый угол уже был, чтобы хороший удар нанести. Но, видимо, левой ногой было сподручно. Да, уже вот два удара. Мещенко. Можно играть. И вот теперь фол. Спокойно, расставить, парни, расставить. Вот посмотрим за прорывом Мирошниченко. Бежал. Отсюда вот в этот момент можно было бы нанести удар, но пошел он дальше. И, конечно, с острого угла уже сложновато было левой ногой. Нанести хороший прицельный удар. Отлично, вот по левому флангу теперь уже атакуют гости. И мяч ушел за пределы поля. Угловой. Да, угловой у нас будет. Уже больше половины тайма у нас позади. Кажется, счет 0-0. Но игра, не сказать, чтобы скучная. Опасные удары и с той, и с другой стороны. Вратари пока на высоте, поэтому вот счет нулевой. Ух ты, Козырев вышел. 16 номер. Можно бить. Попадает защитника. И угловой еще один. Мальков Владимир наносил удар. Вова, контролируй перелет тоже. Контролируй просто. Если перелетает, дай такой мяч. Ну-ка, подает Нуцков Артем. Пошла подача. И тут уже Козырев Илья. Руками выбивает мяч. Вратарь команды хозяев. Дальний удар. Попадает защитника. Отлично разобрался с двумя защитниками. 6-й номер. И вот он подает. 7-й номер. Не смог нанести удар. И от ворот. Нет, угловой. Угловой все-таки. Защитник мяч выбил. Смотрим, вот повтор. Их ушел. Шла подача. Здесь 7-й номер не ожидал, что к нему мяч вылетит. Еще одна подача с углового. Удар! Вот так. Оказался в нужном месте. Время в нужном месте. И забирает мяч в руки. Всегда вот забросами играют якутяне. В надежде вот на общую реализацию Данила Мирошниченко. Дана подача и сразу удар. Ну вот. Илье Козыреве даже не пришлось куда-то в сторону прыгать. Раз он стоял там, где надо. Легкий летний ветерок.
вот начинают. Комсомольцы, да, кстати, вот не играют забросами, играют больше в пас. Вот как и надо, по идее, играть в футбол. Вот даже вратарь, ну вот вратарь только, да, выбивает мяч вперед. Ух ты, то хорошая атака получилась. О, мяч все-таки сильно. Нас отдали в угол. И ушел мяч за пределы поля. Вот на ваших экранах главный тренер гостей. Салов Петр Владимирович. Ух ты, хороший дальний удар. Сильно. Но не точно. Любителям спорта. С завтрашнего дня вот стадион Туймада закрывается на ремонт. В следующем году здесь, в городе Якутске, будут проходить спортивные детские игры «Дети Азии». Так что вот здесь будет хорошая реконструкция. Не знаю конкретно, что сделать, но, скорее всего, трибуны. Возможно, даже поле перестелят. Хотя поле в хорошем состоянии. Ух ты, вот шестой номер очень активен. Хорошо он обыгрывает. Вот до этого он делал подачу. Ну-ка, ух ты, хороший пас. И что там? Фол. Фол. В пользу якутян, но, по-моему, немножко рано свистнули. Там уже, по-моему, Милошиченко мог выйти 1 на 1. Но судье виднее. Это нам отсюда кажется, что легко он входил 1 на 1, но вот по факту, может, судья видел, что защитник догонит. Лучше поставить фол. Ну-ка и подача. Кабанов Михаил будет подавать. Там 5 игроков возле штрафной площади. Хорошая подача, даже можно сказать удар по воротам. Но в любом случае это было не точно. Ну-ка. Да, мяч, видимо, катился. Да, вводил мяч в игру. Вот так. Да, просит сначала зафиксировать мяч судья, потом уже вводить. Да, все-таки у нас тут официальная лига, а не вот другой футбол. Ну-ка. Да, судья там что-то вот, да, говорит, нарушает 7-му номеру. Был фол, Константин Газин. Да, но в этот раз не стал показывать желтую карточку. Первый раз моменты идут. Предупреждайте карточку, чтобы умнее было. Да, столкнулись. Мальчик. Друг друга не видели игроки. Владение выравнивается. 30 на 70. Было 20 на 80. Ну, сразу встал. 17 номер. Где он просто, да, показывал судье, что вот он активно уже бегает. 17 номер Нуцков Артем. Да. Долго вроде бы лежал. Сразу побежал. Вот тот самый 6-й номер. Опять двоих обыграл. Толкается. И нет, все-таки мяч у него втроем отбирают. Да, Александров Дмитрий, вот 6-й номер с Комсомольска. Обратите на него внимание. Да, когда мяч у него, сложно набрать мяч. Да, будет интересно посмотреть, когда приедут к нам с Хабаровск. Да, ребята очень хорошо играют, видимо. В 8 матчах забили 29 голов. В среднем 3,5 мяча за матч. А пропустили всего 3. Кстати, о якутянах. Якутяне вторая лучшая защита. Ну или вратарь в том числе.
Потому что в 7 матчах пропустили всего 5 голов. Вот после вот лидеров СКА Хабаровска, у которых 3 мяча пропущено. Еще один угловой. По угловым якутяне вот 6-3 впереди. Очень много углов подают якутяне. Но пока вот только один из них закончился опасным ударом. Перехватывает. Вот 6-й номер побежал. И хороший пас отдал, кстати, да, заметьте. 15 номеру. Дальше уже не пошла неточность. И аут. Александров Дмитрий, да, хорош. И снова заброс. Ух ты, хороший скорость он. Левченко Данил. И 1 на 1 выходит, бьет. Ух ты, то ли вратарь спас, то ли вот удар был мимо. Да, вратарь все-таки спас, потому что угловой удар у нас будет. Да, Мирошниченко Данил. Да, буквально на 2 передачи быстрее был. Да, скорость развил хорошую, потому что он на 2 корпуса отставал. Вот вроде бы. Но смотрите, буквально за 10 шагов он уже оказался на 2 корпуса впереди. И наносил удар. Вратарь спасает. Да, возможно, слышно. Это у нас болеют ребята старшего возраста. Также активно будут болеть у нас вот этот возраст, который сейчас на поле. Уже за старших игроков. Ну-ка, готовится подавать. Пошла подача. Головой. Нет, удар не получается. Еще один угловой. Да, уже 8-3, если не ошибаюсь, по угловым. Молодцы, ребята. Активно болеют. Теперь там уже скоро закончится, да. Пошла подача. И ну-ка. Удар головой. Ух ты, не получается. И снова угловой. Уже 9-3 по угловым. А еще, если бы извлекали какую-то хотя бы... Вот, в самом начале, да, угловой удар у нас был опасный. После этого что-то вот так же не получается. Да, на трибунах народ потихоньку собирается. Вот матчи старшаков, да, уже еще больше народу будет. Еще громче на трибунах. Пошла подача и удар головой. Нет, никто все-таки опять не наносит. И, да, рука. Увидел игру рукой судья. Совсем рядом он стоял. Да, все видел. И вот как раз-таки, да, 6-й номер. Да, показывает, что от колена к нему отлетело в руку. Но судья все видел. И у нас будет удар с 11-метровой отметки. Пенальти. Судья мешает. Да, вот в руку попала. Отскочила от ноги. Номер 6-му. Александров Дмитрий, да. И у мяча Мирошниченко Данил будет наносить удар с пенальти. Сможет ли он переиграть Алексея Слепкова? Удар, гол! Прямо в угол. Угадал вроде бы Слепков Алексей. Но Мирошниченко Данил был точен. Счет открыт у нас к концу первого тайма. 1-0. Якутяне повели в счете. На 36-й минуте у нас забит первый гол. Мяч в ворота команды СШОР номер 2. Забил игрок под номером 18. Мирошниченко Даниил. Игра рукой была. Ух ты! Сразу пошла. И офсайд там показывает боковой судья. Мне отсюда показалось, что как будто бы и не было. Ну вот там на тоненького, конечно.
Но судье, конечно, виднее. Может быть, на повторе будет точно видно. Но, к сожалению, вот системы видеоассистенции рефери у нас нету такого. Системы VAR, поэтому этот момент уже не переиграть. Да, вот в предыдущих матчах тоже мы пересматривали моменты некоторые. И там вот тоже на тоненького бывало. То ли видно, то ли не видно. И вот здесь подача, да, вот совсем на тоненького. Да, возможно и было. Да, было, по-моему. Плечо чуть-чуть, буквально сантиметров, можно 3 было в офсайде. О, 17 номер немножко ошибается во владении. Получает он мяч. И в стеночку хотели сыграть, но вот мяч шел в аут. Что подача? Еще один аут. 2 минуты до конца тайма, плюс добавленное. Смотрим, сколько же добавит. У нас резервный судья. Резервный судья Галкин Эдуард из города Уссурийск. Ну-ка, можно играть. Но тут уже защитник. Оу, перекладина! Неужели не ушел мяч? Ой, спиной там ударился об штангу, видимо. Вот так. Да, можно посмотреть в повторе, что же там было. Да, по-моему, так и было. Вот он смотрел на мяч, а вот спиной бежал и, видимо, ударился. Кто же? О, прыгал. И вот спиной, да. Все-таки ударился. А кто же наносил удар? То ли защитник, то ли вот нападающий. Непонятно. Может, это позднее Владимир нанес удар. Вот, да. В спину. Спиной, да, ударился об штангу. О, кажется, не сможет, да, продолжить встречу. Ударился довольно сильно. Здесь ничего серьезного. Теперь уже у нас 3-я вынужденная замена будет уже у гостей. 13 номер. Летуновский Даниил меняет вратаря Слепкова Алексея. Алексей вот, да, с болью покидает поле. И вот Летуновский Даниил. Да, высокий парень. Будет входить в игру. Ну-ка посмотрим. Ну, как будто бы, да, как будто бы 20-й номер наносил удар. Как-то вот неудачно, да, приземлился Слепков Алексей. Приходится, да, заменять его. Уже 3 замены из 8 использовали в первом тайме гости. У якутян пока замен, по-моему, не было. Ну, как мы все знаем, да. Летуновский Даниил. Все-таки первый состав, основной состав бывает посильнее, чем вот замен. Ну, посмотрим, как это скажется на игре. На игре гостей. Ух ты, 7-й номер выскочил из-за спины. Но тут защитник на высоте. Хорошо в подкате сыграл. И 2-й номер бежит по правому флангу в атаку. Можно в центре отдавать. Там 2 игроков. О, падает. И это желтая карточка, скорее всего, будет. Да, срыв атаки. Да, получает желтый номер 17. Киселев Алексей. Да, за срыв атаки. И 2-й номер.
Астанин Алексей. Держится за ногу. Что ж такое? Да, врачу команду гостей не дают покоя. С одного края поля в другой она уже вот который раз бежит. Да, замораживает ногу. Астанин Сергей вот пострадал. Ждем у нас уже основное время давно закончено. Но все в порядке, Астанин. Вот он. Да, немножко прихрамывает, но не себе бегает. И побежали вперед гости. Будет подача. Носков Артем подает. Номер 17. И в раздевалочку можно, да, сравнять счет. Шанс. Пошла подача. Но удар нет. Не смогли нанести защита. На высоте. И посмотрим, сколько же добавили. Пока вот я не видел, чтобы сколько-нибудь добавляли. Еще один фол. Да, ждет указания резервный судья от главного, сколько же добавить. Но вот главный судья пока слишком занят. Еще одна подача. Снова защита. Можно играть. Пас-центр. О, выпал там щиток у игрока. Но оперативно был поднят. Дальше в центр. Развернулся. 7-й номер. Бежит сам. Подача на дальний угол, но там уже для Козырев. И первый тайм у нас окончен. Якутяне вышли вперед на 35-й минуте. Благодаря голу с пенальти. Да, забил Мирошниченко Даниил. Да, оставайтесь с нами обязательно. И досмотрим этот матч. Смогут ли хозяева удержать преимущество или увеличить, или смогут ли гости отыграться. Посмотрим.
Ага, итак, готовы мы начинать второй тайм. Якутяне пока ведут 1-0. Забили вот на 35-й минуте с ударом с пенальти. Забил Никачиченко Даниил. Вот немножко, если вот вкратце по первый тайм, то вот 3 вынужденные замены произвели гости из Комсомольска-на-Амуре в красном гости. И вратарь у них неудачно вот приземлился. И 2 игроков, да, получили травмы. Посмотрим, были ли замены еще. И готовы мы начинать. Ждем уже только судью. Судьи на поле не видно. Ух ты, у нас солнышко вышло. Вот до этого все в облаках было. Солнышко тоже решило посмотреть на футбол. Горячий футбол из города Якутска. Да, много моментов было у той и у другой команды. Удар со штрафного на самом начале был опасным. Там вот Козырев Илья спас. Потом уже якутяне наносили удар головой после голового. Тоже вратарь спас. Пару раз выходили 1 на 1 якутяне. Спас там команду вратарь. Тогда еще Слепков Андрей стоял на воротах. Алексей, извините, стоял на воротах. Но вот в одном из моментов, когда вот снова 1 на 1 выходил игрок, и то ли игрок нападающей команды, то ли защитник, в общем, выбивали мяч, и вот парашютиком мяч чуть не залетел в дальний угол ворот, и пытаясь поймать этот мяч, неудачно приземлился вратарь и ударился вот, видимо, спиной при приземлении. И не смог продолжить встречу, и вот Летуновский Даниил заменил его. Сейчас на воротах вот номер 13 у гостей. И все, готовы мы продолжать. Главный судья встречи Афанасьев Эдуард. Да, еще немножко не время. Да, минута осталась у нас до 15:00 по местному времени. И вот начали. Теперь уже с мячом гости в красном. Начинает в центре поля. Мяч все еще в поле. Можно бежать. И по левому флангу идет атака. Хорошо обыграл. Сам бьет в дальний угол и забивает! Номер 7. Константин Разин в самом начале второго тайма делает счет 2-0. Да, гол был красив. По флангу пробежался. Да, обыграл защитника. И нанес удар. Точный удар в дальний угол. Трибуны довольны. Хозяева встречи хорошо начали второй тайм. Вот он бежал и нанес хороший удар в дальний угол. Четкий гол. Мяч в ворота СШОР номер 2. Вот он, да, сделал вид, что Под номером 7. возвращается и Константин. побежал дальше. Защитник, да, немножко был дезориентирован. О, ошибается в защите. И вот 6 номер бьет. Ух ты! Хороший удар, но чуть выше ворот. А тот самый активный Александров Дмитрий, номер 6. Да, хочет он реабилитироваться за то, что, да, мяч попал ему в руку. Его штрафной, и вот назначили пенальти. Не специально, конечно же, он играл рукой. Просто вот получилось, что... Ну-ка, теперь уже вот 17 номер по левому флангу. Да, гости бегут отыгрываться. Да, подтягиваются зрители. Да, заказали себе кофе, напитки.
хот-доги. И готовы продолжить просмотр встречи. Ну-ка. Как мы видели, Данил Мирошниченко очень быстрый. Ну-ка, 7-й номер. Константин Разин. Эй, не смог хороший удар нанести. Да, активно болели у нас в первом тайме ребята с Ю-18. Старшие братья якутской команды. Кричалки довольно бодрые были. Но вот теперь они уже готовятся к своей встрече. И уже кинули трибуны. Через 2 часа у них матч, так что уже пошли разминаться. Вот 6-й номер. Больше разворот делал. Что-то там случилось. О, игрок на поле лежит, защитник. Что случилось? А, бежит судья. С всех ног. Нужен ли врач? Да. И да, бежит врач. И в это время у нас происходит замена у хозяев поля. Номера 21-го Егора Владислава. Егоров Владислав покидает поле и входит в игру 10-й номер Коженкин Джулустан. Джулустан занимает мяч. То есть занимает место под номером в центре поля. Егоров Владислав. В игру входит номер 10. В это время видим, что уже там случилось с игроком. Да, Джулустан интервью давал в прошлом матче. А вот после той самой встречи, где было очень жарко, за спину снова держится, да, игрок номер 14 вроде бы. Это Куликович Богдан. А вот заморозку ему делают. Было ли столкновение, или вот что случилось. Смотрим. Вот ничего такого. Вот скорая помощь, да, у нас дежурит обязательно на стадионе. И вот врачи скорой тоже прибегают. Тоже смотрят футбол активно. И вот тот самый момент. Вот 14 номер. И вот он за спину держится. Ну ничего такого грубого. Специально никто не носил ему травму. Видимо, то ли задняя поверхность бедра. Ой-ой-ой, снова, по-моему, не сможет он продолжить встречу. Уже 4-й игрок гостей. Вынужденно покидает поле. 19 номер, да, будет его заменять. Это у нас Гарифуллин Адам. Гарифуллин Адам, да, заменяет пострадавшего Куликовича Богдана. Что-то совсем. Замена в команде сошла номер 2. Да, 4 вынужденных замен, такого я еще не припомню. Ни в одном из матчей. Ни большого, ни вот детского футбола. 19. Гарифуллин Адам. А судья там объясняет, как должна сейчас продолжиться встреча. Будет введен спорный мяч. И кому нужно мяч после этого спорного мяча отдать, продолжить встречу. Кто-то должен то ли выбить мяч в аут, то ли отдать. Сейчас посмотрим. Да, чье же было владение. Ну-ка, побежали. Но смог уже уходящий мяч остановить игрок Комсомольска. В центре подачи не получилось. Вот снова 6-й номер активный. Хорошо он борется и зарабатывает аут. Александров Дмитрий. Очень активен сегодня. В подкате сыграл защитник. И снова аут.
Ну-ка, 4-й номер идет вперед. Центр отдал 6-му. 6-й. Он уже наносил один удар. И вот он заносит. Хороший удар. И счет становится 2-1. Забил Александров Дмитрий. Забил он на 48-й минуте. Отличный удар левой ногой прямо в правый угол. Вот пас вот на Дмитрия. Убрал под левую и левой разящий удар. Да, прямо под штангу бильярдный удар. Мяч в ворота спортивной школы по футболу город Якутск. Дмитрий. Забил Александров Дмитрий. Да, все-таки не зря я его отмечал всю игру. Что активен, что борется. А не падай! Милован, прыгай! Вот он на ваших экранах. Капитан команды, да. Краска у него еще. Вот он получает мяч в центре поля. Да, играет вот на позиции разыгрывающего. До этого он еще и на фланге успел побегать. Сейчас вот на позиции... Ух ты! На позиции вот Марадоны, Месси, Дель Пьеро, Рональдиньо. Всех вот десятых номеров. Но номер у него 6-й. А вот в прошлом году приезжал настоящий 9-й номер. Это Илья Сыроватский, лучший бомбардир прошлого чемпионата. Да, какие-то вот больше 2 голов в среднем за матч забивал он. В 20 матчах забил около 40 голов. И да, по праву был вызван в юношескую сборную России. Вот, к сожалению, сборная России пока не выступает на международных соревнованиях. Поэтому вот его мы еще на поле сборной России не видели. Ну, возможно, вот, скорее всего, они вот в товарищеские матчи играют. Ушел мяч. И аут хозяева. Солнце вышло и стало довольно жарко. И 17 номер, да, затолкал. Фол. Кстати, да, трибуны сегодня необычайно тихо болеют. Обычно тут довольно шумно. Так что вот, если кто-то смотрит первый тайм, первый раз нашу трансляцию, то тут бывало и громче. Штрафной удар. Опасный штрафной удар. Примерно с этой позиции. Буквально вот позавчера забил Лионель Месси в первом своем матче за Интер Майами. Ну, чуть-чуть поближе, наверное, метров на 5. Ну, не суть. В 94-й минуте. Вот как критяне начали кричалки свои. Удар и... Ой-ой-ой, рядом со штангой. Вот так поводил мяч литвонский Данил. Во втором тайме вот у нас стоит стража ворот. Шла подача и перехвачена Станом Коженкиным. Аут. Еще один аут. Все ближе и ближе. Воротами в пути хозяин. Гости. Вот он, автор гола, номер 6. Капитан команды Александров Дмитрий. Отлично. Ага. Зацепился за мяч.
собрал. Коженкин, пас вперед. И выходит Мирошниченко 1 на 1. Даниил, можно перекинуть. Перекидывает. И мимо ворот. Ай-яй-яй, перекинул вратаря, но не попал по воротам. Еще один хороший момент имел, да. Даниил. Да, использовать, наверное, свои моменты, чтобы вот обезопасить себя вот от скользкого счета. Вот 2-1 это довольно скользко, я бы сказал. Обыграл Даниил. Можно вот... Нет, сам идет вперед и падает. Фол. Чудеса техники нас показывал Александров. Оставил мяч и пошел сам в защиту. Дальний удар и вратарь. Да, Тушке все-таки забирает мяч. Летуновский. И мяч Якутян. Можно играть. Снова закидушка. Данила. Данил вот гораздо, да, быстрее любого из защитников. На 100-метровке, наверное, один из самых быстрых игроков на поле. В это время держится вот за спину номер 17, ну, Цуков Артем. Ну, а там во время столкновения судья совсем был рядом. Кто видел? Вот, посмотрим и мы. Ну, ничего такого. Вот прям в него не бил. Да, у нас замена между тем. Номер 7. Вместо игрока под номером Разина 7 Константина. Разин Константин. В игру входит номер 23. Бабюк Денис. 23 номер входит в игру. Бабюк Денис. Пошла подача в центре. На площади, там никого из хозяев поля. Денис Бабюк занимает вот левый фланг нападения. Аут. Да, поблагодарим компанию, вот, телекомпанию Триколор ТВ. Да, предоставлена возможность. Вот. Ух ты, 4-й номер! Бьет, но вот мимо. Вот графика, вот эти статистика в самых лучших чемпионатах. Лиги чемпионов, АПЛ, чемпионата мира и Европы. Настоящий профессионал своего дела. И Даниил бежит вперед. Мирошниченко Даниил. Ух ты, какой быстрый, да. Отличная передача на дальний фланг. Но никого там не оказалось. Там оказался защитник. И вот он выбивает мяч. Чулустан Коженкин бьет дальний 9. Выше ворот.
Да, перехватил мяч. Вроде бы, да, небольшого роста Джулстан, но каков удар. И Летуновский будет мяч в игру. Ой-ой-ой. Вот это да. Это желтая карточка, скорее всего. Как минимум. Да, пострадал там номер 11. Александров Александр. Гарифуллин, да, получает желтую карточку. Тот самый вот вышедший недавно на поле. Гарифуллин. Предупреждение получил игрок команды Шторм номер 2 под номером 19. Гарифуллин Адам. Готовится подача. И сразу удар в дальний угол. Выше ворот. О, не точно. Еще один аут. Нет, мяч все еще в поле. И вот тот самый 6-й номер. Отличную передачу выдает на правый фланг. Может идти вперед. Но тут уже защита. 12 номер не увидел. О, еще один фол. Номер 2. Фалит. Останин Сергей. Лёха, слева подавай, ты, Лёха! Сей! Тогда ты, Кабак! Владение мячом у нас вот выровнялось. В первом тайме там было и 20-80 в пользу гостей. Отличная кричалка. Старшаков. Пошла подача. Принимает мяч спиной. Играл одного. Мещенко Данил с мячом. Ага. И головой. Нет, не удалось ударить головой. Брэд также забирает мяч. Но побежал он уже ногами. За пределы штрафной. Дилстан. Хорошо, сразу касание передачу отдал. Там уже офсайда нет, можно играть. И аут. В центре поля. Тяня. И передача в центр. Можно, да, перехватить. 20-й номер с мячом. Бьет, забивает. Счет становится 3-1. Забил Поздеев Владимир, да. На 62-й минуте. Подкорылил он. Защитник не стал сразу выбивать. Перехватил мяч и забил в ближний угол. Вот здесь, да, защитник мог сразу выбить, но не пошел он на мяч. И сзади тут как тут оказался Владимир Поздеев. И был точен за решение. Мяч в ворота команды СШОР номер 2 забил Поздеев Владимир, номер 20.
Так, забили у нас Поздеев. До этого с пенальти забил Мирщенко Даниил. И Константин Газин, по-моему, да, 7-й номер забил в самом начале встречи. А у гостей отличился Александров Дмитрий, капитан команды. Один из самых ярких игроков своей команды. Заметен он больше всех. Комсомольска. Ну, а с половины второго тайма всего лишь позади. И счет, да, может измениться и в ту, и в другую сторону. Так что еще вот счет 3-1. Не должен никого не обнадеживать, не совсем опускать в руки. Да, и не такие камбэки случались у нас в футболе. Вводит мяч в игру Козырев Илья. Заброс в центр. Можно играть. Да нет никого. Чулстон. Тут уже офсайд будет. Еще одна замена у гостей. Выходит 15 номер за здравных Иван. Посмотрим, кого же он заменит. Замена будет. Ой, там фол. Уже, да, можно сделать замену. 5-го номера заменяют. 5-й это Хмелев Никита. Кидает поле. И пошел в нападение. Да, надо отыгрываться. Здравных Иван побежал вперед. Будет он вторым нападающим вместе с Мальковым Владимиром. Замена в команде США номер 2. Вместо игрока под номером 5 в игру входит номер 15. Отобрал мяч по флангу. Можно отправить. Но нет. Аут. Больше 7 я им не давал. Снова аут. И у нас чуть больше 10-15 минут. 15 минут осталось до конца встречи. Падает игрок, и это фол будет. Да, по фолам, да, многовато. 24 фола набрали команды на двоих. Ну-ка, ну-ка. О, офсайд там, да, фиксировал. А мы повторы посмотрим. Вставай!
Вова, быстрее, твой фланг! Дави просто, Вовка, дави! Да, вот он, тот самый 6-й номер. Дмитрий Александров. Вот, двоих снова обыграл. И вот снова только 3-й защитник мог у него отобрать мяч. Оставили! Вова, блядь, почему он тебя боится? И 3-й номер сам решил ударить. Перепасовка неточная. И Кочергин, да. 3-й номер. Тоже записано это на удар, хотя Замена. опасным этот удар никак не назовешь. Замена номера 7. Чипи Зубов Илья покидает поле и входит в игру Бондарчук Кирилл. Это если не последняя, то предпоследняя замена у гостей. Да, многие там игроки уже. В первом тайме уже 3 или 4 замены было произведено из 7. Пошла закидушка. Еще один аут. У Заиров Оскар. Вот еще одна подача. Даниил получает мяч, но пас у него не точен оказался. Да, много моментов имел Даниил. Ну вот, один гол он забил. Спасает команду Илья Козырев. Падает игрок. Да, Даниил очень активен. Без замены он играет с самой первой минуты. И желтую карточку там, да, за разговоры кто-то готовится получить. Замена будет, Замена будет. Вот желтую карточку. Все 4 игрока получают. Оптом. Да, оптом прямо поставили желтую. Мальков Владимир из гостей получил желтую. Из хозяев Коженкин Джулстан, 10 номер. Кажется, это номер 11 еще рядом стоит. Александров Александр. И еще кто-то из Комсомольска, не видно номер его. Скажи номера и замена. Скажи номера. И в это время замена 19 номера заменяет 29-й. Входит в игру Зеленецкий Вадим. Покидает Нинтонов Мерген. Замена в команде спортивной школы по футболу города Иркутска. Вместо игрока под номером 19 Нинтонов Мерген. В игру входит номер 29 Зеленецкий Вадим. Хорош, не спеши, на мяч смотри. Смотри на мяч во время удара. Пошла подача. Но тут вратарь, да, выбивает мяч. Сам бежит вперед. Хорошо отобрал мяч, но фол зафиксировал судья. Александров Дмитрий, да. Отобрал мяч, но судья там был рядом. И вот, да, нарушение не усмотрел. Мяча номер 29, Зеленецкий Вадим, вот только что вышедший на поле. Левой ногой он готовится, да, подавать или бить. Да, смотрит он в сторону ворот, где стоит вратарь. Может сразу бить. И забивает 20 номер. На добивании после отскока от стенки счет становится 4-1. Забил у нас Поздеев Владимир.
Если не ошибаюсь, у Поздеева уже второй гол. Да, хитрый такой удар. Да, стенка Мяч в не ворота смогла остановить этот мяч. Шор номер 2. Да, сквозь стенку прошел. Забил Поздеев Владимир, номер 20. Да, вот чуть-чуть шаг налево вот сделал. 16 номер, из-за этого вот мяч проскочил. Вот видите, вот как раз образовавшуюся дырочку. Дает мяч, и вот на добивании уже прибежал Поздеев Владимир. 4-1, да, крупная победа пока что у якутян. А между тем второй гол у Поздеева. Да, может он замахнуться и на хэт-трик. Называется в футболе. Да, игрок забивает 3 мяча за один матч. У нас снова аут. Ну-ка, отсюда подача. И нет, защитников там оказалось больше, чем нападающих. И Илья Козырев забирает мяч в руки, может начинать свою атаку. Да, не стал он задерживать время. И сразу начинает играть. Да, были команды. Играли у нас в гостях, которые вот с первой минуты задерживали время. Пас вперед неточный. Замена! Замена! Еще одна замена Вова! у гостей. Чиликин Денис входит в игру вместо Владимира Малькова. Да, кажется, все замены уже произвели. А последняя замена у гостей. Вот Мальков покидает поле. Замена в команде Шор номер 2. Перехват. Вместо игрока под Номер номером 14. Уже вот пас назад. И отсюда уже пошла подача. номер 11. Если офсайд, нет офсайда. Данил Мелещенко с мячом. Можно играть. Заходит он в штрафную площадь. И прострел, но там уже никого не оказалось. Все уже проскочили это место. Падает Коженкин. Поскользнулся на поле. Да не стоит, давайте движение, поможем партнерам. Ух ты, вот хорошо бежит Дмитрий Александров. И нападение на вратаря зафиксировано. Да, обязательно еще раз напоминаю, подписывайтесь ВКонтакте, ЮФЛДВ, в Телеграм, ЮФЛДВ. И вот там можно посмотреть после матчевое интервью. Ну, оставайтесь на связи, оставайтесь в сети. И вот Триколор ТВ тоже, скорее всего, покажет после матчевое интервью. У нас играть всего 5 минут основного времени. Падает игрок. У нас фола нет. Все в пределах правил. Ой-ой-ой. Вот тут уже фол есть. По-моему, минут 5 добавили. Да, много замен было во втором тайме. Можно и добавить. Пошла подача. Ой-ой-ой. Через себя хотел ударить. Но тут опять сзади подскочил игрок. И желтую карточку получает там игрок. Предупреждение получил игрок команды спортивной Да, не школы видел, по что он футболу сзади. «Барсуков».
под номером Ну, 18. не мог угадать, что он подставит Мельниченко голову. Даниил. Даниил Мещенко, да, получает желтую карточку. Ну, все в порядке с защитником. Продолжает игру. Да, желтых довольно много стало. Вот. В том числе благодаря тому моменту, когда 4 желтые показал одновременно игрока. Могу только предположить, что это было за разговоры. Отлично в защите сыграл Кабанов. Михаил собрал мяч. Кожанкин оставляет мяч. Счет у нас 4-1 и 1 минута основного времени остается. И посмотрим, сколько добавить. Даниил с мячом. Падает, и это фол. И сразу сделал отжимание. Оскар, Так и было задумано, говорит. Замена у нас. 20 номер покидает поле. Позднее Владимир. И заменяет его номер 5. Да, вот отжимание на ваших экранах. Назаров Артур входит в игру. Позднее Владимир. В игру входит номер 5. Назаров Артур. Да, вот автор 2 забитых голов за сегодня. Позднее Владимир покидает поле. Чуть не отобрал мяч. Да, было опасно. И вот он, перехват. Ну, это тоже желтая, скорее всего, третьему номеру. К основному времени матча добавлено 3 минуты. Кочергин Богдан получает желтую карточку. Да, 3 минуты у нас добавлено к основному времени. Основное время уже закончено. Да, Кочергин вот сначала дергал руками, потом не смог так остановить, решил ногами все-таки добить, остановить. И из-за этого вот получил желтую. А в любой момент надо оставаться профессионалом, да, принимать поражение. Поражение тоже часть все равно футбола. Да, не надо тут через себя бить, потому что, как мы видим, очень часто игроки Комсомольска, да, вот, головой играют в таких моментах, не боятся, что игрок там готовится ударить через себя. Пошла подача. У нас всего последняя минута добавленного времени остается. И после этого, через вот 1,5 часа, да, подключайтесь обязательно. Тут уже матч Ю-18, уже старших ребят будет. Там качество игры, конечно же, ребят, техника получше будет, скорости повыше. Так что обязательно смотрите матч. Тем более старшаки в Комсомольска захотят отомстить за младших своих братьев. Не получилось пас дать Данила Мещенко. Фол там, 12 номер. И якутяне будут вводить мяч в игру. Буквально последние секунды у нас остались.
И что ж, можно уже поздравить якутян с победой со счетом 4-1 над командой СШОР номер 2 из Комсомольска-на-Амуре. Да, матч закончен. Поздравляем якутян. И оставайтесь с нами. Сейчас у нас будет послематчевое интервью. Коля, не уходим. Сюда. Сюда идите. Все сюда идите. Матч закончился со счетом 4-1 в пользу команды спортивной школы по футболу город Якутск. Там первый ассистент еще спрашивал у него, он на линии стоит. Он говорит, на линии стоит. Вы подсказали ему или нет, да? Вы посмотрели, если бы что-то было, да? Все хорошо. Без вопросов.
нами главный тренер команды Якутии. Ага. Какие послематчевые эмоции, какие комментарии после матча? Здравствуйте, Юшкин Василий Викторович, главный тренер 2008 года. Конечно, эмоции самые положительные. Это наша первая крупная победа, тем более она в родных стенах при наших болельщиков. Вы сегодня видели, пришли болельщики, нас активно поддерживают. Это уже стало традицией юношеской футбольной лиги по 2008 году. Поэтому мы очень рады. Мы понимали, что соперник сегодня будет серьезный, ну и тем победа это цена вдвойне, скажем так. Что вы скажете по игре соперника? Ага. Получилось ли у вас все, что вы хотели, задумали? Ну, честно говоря, мы хотим, конечно, более конструктивной игры, чтобы мы больше контролировали мяч, чередовали это с быстрыми атаками. Но соперник сегодня был достаточно мотивирован, скажем, по-своему, потому что у нас идет борьба за место, скажем, в турнирной таблице. Поэтому, кто выигрывал сегодня, тот поднимался, они бы нас выиграли, могли обогнать по очкам. Поэтому, конечно, сегодня игра была достаточно сложная, в первую очередь в психологическом плане. Мы верили в победу своей команды. Ну и то, что мы запланировали, в принципе, все у нас получилось. Хотя, конечно, нужно прибавлять в целом в общем уровне игры, контроль именно мяча. И также чуть-чуть и хотелось бы, чтобы у нас было больше голевых моментов, чтобы мы радовали наши игры. Спасибо большое за интервью. С нами Поздеев Владимир, номер 20, автор 2 забитых мячей сегодняшней встречи. Поздравляем с победой. Какие эмоции и вообще комментарии после матча у вас? Ну, эмоции, конечно, положительные, как бы выиграли со счетом, крупным счетом. Ну, будем продолжать так дальше играть, стараться вырываться в тройку лидеров. Что скажете по игре соперника? Ну, соперник, молодцы тоже, сегодня боролись. Ну, вот один мяч пропустили от них. Команда тоже напористая, хорошо играла. Спасибо большое за интервью. С нами Александров Дмитрий, номер 6. Забил вот единственный мяч своей команды, номер 6. Какие комментарии после игры можете дать? Игра была так себе. Ну, хватило на самоотдачи, надо было еще сильнее. Ну, 2 игрока травмировались, мы поплыли, все дальше. Желаем здоровья вашим игрокам. 3 вынужденные замены в первом тайме, да, сложно, наверное, было. Какая была тактика на игру? Что не получилось реализовать? Тактика изначально не знаю. Тактика выиграть. Нам 2 забили, во втором тайме мы 1 забили, все, думали, сейчас нормально. У нас опять одно сломали, и все, опять все как-то это. Желаем удачи в следующих матчах. Спасибо за интервью. Интервью главного тренера команды Комсомольска. Какие комментарии после игры, что вы можете сказать? Здравствуйте. Игра получилась тяжелой. К сожалению, с первых секунд потеряли основного нападающего. Сейчас в больнице. Ждем вестей от старшего тренера. Плюс потом потери по ходу тайма. Немножко внесли коррективы в игру. Много борьбы, много
грязных единоборств, наверное, с обеих сторон было. Мало футбола. Не скажу, что игра мне понравилась, но остальные более подробные комментарии уже после просмотра игры были. А что вы можете сказать по соперникам, по хозяевам поля? Крепкая команда, мы знали, что будет непросто, знали, что все-таки Якутск более домашняя команда. Здесь хорошо себя проявляют, поддержка болельщиков, не всегда, наверное, правильная, но очень громкая, поэтому это гонит ребят вперед. Настраивались на хорошую игру, на победу, в любом случае всегда за ней приезжаем, но вот некоторые моменты внесли коррективы. Спасибо большое за интервью. Желаем удачи в следующем матче. Спасибо большое.